Добрый день, уважаемые абитуриенты! Сегодня у нас консультация по подготовке к вступительному испытанию в магистратуру «Исследовательские проектные методы в обучении физики, математики и информатики». Важно отметить, что форма сдачи экзамена полностью дистанционная в виде тестирования, где количество вопросов будет составлять 25 единиц. Продолжительность вступительного испытания 60 минут. И важно помнить, что вам дается для прохождения вступительного испытания только одна попытка, поэтому необходимо грамотно рассчитывать время, которое вы потратите для прохождения испытания, и время начала. Рекомендуем начать в удобное для вас время с утра, пока свежая голова, пока все мысли вместе с вами. Два крупных раздела заложены в тесты. Это общие вопросы педагогики и методика обучения математики, физики и информатики. Подавляющее число вопросов по математике. Минимальное количество баллов, которые вам нужно набрать, это 40 из 100 возможных. На что нужно обратить внимание при дистанционной форме прохождения вступительного испытания? Вам будет выслан логин и пароль на электронную почту. Весьма высока вероятность того, что эта почта попадет в папку спам. Поэтому проверьте ее обязательно. Как только вы получите свой логин и пароль, при первой регистрации в своем личном кабинете сразу же смените пароль на тот, который вы считаете нужным. И в дальнейшем уже проходите вступительное испытание под своим логином и паролем. Перед экзаменом нужно сфотографироваться обязательно и прикрепить свое цветное фото, где видно лицо ваше и главный разворот паспорта с фотографией и фамилией, имя, отчество, для того, чтобы мы могли вас однозначно аутентифицировать в системе и не было никаких вопросов по тому, кто проходит данное вступительное испытание. Помните, что время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено и предоставляется только одна попытка. То есть нельзя зайти в систему, начать выполнять задание, выйти из нее, потом снова вернуться. Попытка только одна, и она длится 60 минут. Расписание вступительных испытаний можно найти на сайте приемной комиссии abitur.bspu.ru, где вы найдете раздел «Магистратура». В разделе «Магистратура» расписание консультаций и вступительных испытаний в целом по университету. Перейдя на необходимую вкладку, вы найдете представленную ссылку. Форма сдачи и место проведения у нас дистанционная. Ссылка приведена. Здесь же размещена инструкция о получении логина и пароля. Консультация у нас 9 августа, но вы можете всегда вернуться к видеозаписи. И подавший документы с 20 июня по 6 августа доступ открывается 10 августа с 10 утра до 10 вечера. Резервный день по уважительной причине 17 августа с 10 до 17:00. Для тех абитуриентов, которые подали документы 7 августа, соответственно, 14 сентября с 10 утра до 10 вечера и резерв 21 сентября с 10 утра до 5 вечера. Там же в разделе «Магистратура» вы можете найти программу вступительных испытаний. В программе вступительных испытаний отражены все особенности проведения вступительного испытания. Также представлены примерные вопросы, которые будут у вас на экзамене. В разделе 3.1 приведены примерные задания, в разделе 3.2 приведена рекомендованная литература, изучив которую можно успешно, спокойно пройти данное вступительное испытание. Давайте разберем буквально несколько примеров, которые вам встретятся. Например, задание из педагогики, посвященное правилу Сухомлинского: определяй индивидуальную тропинку успеха в учении и умственном труде каждого школьника,
реализует требования принципа дидактики. И нужно ответить, какой принцип дидактики реализован в этом правиле. Что означает термин технология? То есть есть задание и на терминологический аппарат, владение им и его знания. Следующее задание связано с решением задач на скорость, на расстояние, на время. Обычная задача школьной программы общеобразовательной организации. Также есть задачи по геометрии. Вот, например, в трапецию с боковыми сторонами 20 и 14 вписана окружность. Необходимо найти длину ее средней линии. То есть тоже вполне стандартная задача по геометрии. Также вы можете встретить задачи на тригонометрические или логарифмические неравенства, которые тоже лежат в рамках обычной школьной программы и вполне доступны для решения. Вот в данном конкретном случае вы видите логарифмическое неравенство, которое путем несложных преобразований необходимо решить. Вот таково вступительное испытание в магистратуру, проектные и исследовательские методы в обучении физики, математики и информатики. Если вдруг у вас возникнут вопросы, то контакты мои приведены на экране. Также всегда доступна форма обратной связи на сайте нашем, с главной страницы в разделе «Абитуриенту» и телефон приемной комиссии. Поэтому, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, звоните, пишите. Всегда поможем и добро пожаловать к нам в магистратуру. Успехов, всего доброго. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный. То есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребуют, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в
первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.